Мне кажется, невольно и аккомпанемент как-то обретает свое место на втором плане, если слушается тема. Аккомпанемент на втором плане. Да, конечно, аккомпанемент на второй план, но в аккомпанементе должна быть своя линия выразительности. Да, но это уже где-то в другом Он должен уровне сочетаться, да. Но мы, наверное, до этого дойдем. Но, во всяком случае, вы правы, действительно. И на аккомпанемент влияет, и в свою очередь аккомпанемент тоже влияет на течение музыкальной фразы. Но превалирующей все-таки, наверное, является мелодия. Конечно. От нее. Конечно. Если я играю, если я слушаю, то я не буду играть так. Это я не слушаю мелодию. Как только я начинаю слушать, у меня аккомпанемент плывет. Он не мешает, но в то же время он помогает. Как я сказал, он имеет свою линию выразительности, взаимодействия с мелодией. Вот. Ну, я уже не говорю, что исполнение, когда он начинает себя слушать, перестает качаться, излишних движений руки, кисти нет у него, все приходит в норму, и это больше соответствует и стилю, и содержанию, и характеру исполняемой музыки. Кроме того, мне кажется, это заставляет и того, кто слушает, концентрироваться. Безусловно. Если, я всегда говорю ученику, если ты сам себя слушаешь, ведешь мелодию, ты заставляешь и слушателя идти вслед за тобой. Да, это невольно просто. Безусловно. В этом секрет воздействия исполнителя на слушателя. Такого. Безусловно. Какие-то невидимые нити, которые протянуты. Это вот контакт со слушателем. Или его нет, или он есть. Когда он есть, то можно в сущности делать все, что угодно. Вы будете вести слушателя за собой. Так поступал Сафроницкий в свое время. Он в третьем отделении своего концерта, то есть, который называли бесы его, которые были бесконечные, он мог делать все, что угодно творить, вопреки тому, что он делал вчера или позавчера, потому что иначе публика была заворожена. Я не знаю, это мы уже отвлеклись.